Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Актуальный разговор». Сегодня мы говорим об оказании гуманитарной помощи пострадавшим в результате нападения Таджикистана на Кыргызстан. А с гостями в студии мы поговорим о том, где и как осуществляется сбор помощи, и о том, что прежде всего необходимо пострадавшим. Вашему вниманию представлю спикеров. Нукеш Кожобергенов, заместитель директора Центрального казначейства Министерства экономики и финансов, и Нуриля Чолпонбаева, руководитель общественного объединения «Поколение Бест». Спасибо, что пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я также напомню, если у вас возникнут вопросы по нашей теме, вы можете звонить по номерам нашей студии 39 23 24 и 39 25 33. Также я напомню, уважаемые телезрители, что позже к нам присоединится представитель Министерства чрезвычайных ситуаций. Мы видим, что после инцидента на самом деле очень активно проявляет свою гражданскую позицию, да, население. Также вот эта ситуация показала, что очень быстро сплачивается народ. Скажите, пожалуйста, вот сейчас именно проинформируйте, каким образом образованы пункты сбора помощи и где они работают. Нуриля Мукаровна. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Хотелось бы в первую очередь, конечно, выразить соболезнования всем тем, кто, к сожалению, потерял во время событий своих близких. Мы все с вами знаем, что умерли даже маленькие дети, 5-летний Абидин, 12-летняя Мадина. Очень жаль, что так случилось, так сложилось. Вот. Хотелось бы отметить, что вот в такие трудные жизненные ситуации вообще все, что происходит в стране, наш народ сразу очень быстро мобилизуется, очень быстро поднимается и организует работу. Нукеш Бакенер потом расскажет. Очень сложно государственному аппарату быстро реагировать, потому что тендерные процессы, бюрократия, разрешительные документы. В этом плане гражданские активисты гораздо быстрее организуют, находят точки сбора, они с бизнесом на более такой короткой ноге, и поэтому быстро очень мобилизация происходит. На сегодняшний день очень много точек сбора. В первую очередь нужно отметить, конечно, республиканский штаб, который располагается во Дворце спорта, куда стекается основная часть всей гуманитарной помощи. Туда помощь привозят как частные лица, так и юридические, фирмы крупные привозят. Много организаций волонтерских тоже занимаются сборами. В том числе и наше волонтерское объединение, мы называемся «Луч добра». Там несколько организаций, вот возглавляемое мною общественное объединение «Поколение Бест». Также есть огромный вообще исторический благотворительный, наверное, ресурс, называется «Дизель благотворительность». Вот, значит, есть сотрудники социального отдела при церкви. Вот, мы организовались, у нас 9 точек сбора по городу. Помощь привозят люди, дети свои копилки разбивают, старики приносят свою пенсию, домохозяйки, у нас все категории людей. Вот, мы открыли электронный сбор денег, у нас осуществляется тоже буквально каждую, к сожалению, катастрофу, которая происходит в нашей стране, мы можем охватить вот нашими точками сбора и электронными сборами денег. Вот, на сегодняшний день мы первую отправку сделали нашего значит, сбора. Первая отправка уехала в Баткен на сумму более 200 тысяч сом. А с какого дня вы ведете вот, сбор помощи? Мы буквально сразу, как все начинает происходить, мы быстро в WhatsApp связываемся с активистами, находим место, ну, как обычно, определяем точку. И уже со следующего дня начинаем сбор. Потому что уже опыт есть, мы и на ДЧСУ быстро сориентировались. Коронавирус, когда начался, мы уже в марте начали работать. Поэтому опыт есть, и мы быстро вот среагировали, в этот раз тоже получилось. В Баткене мы сейчас вот отправили первую помощь, 7 сел, самых пострадавших, вот Максат, Достук, Арка-1, Арка-2. Вот туда повезли уже первую помощь, водитель, ехали 18 часов, фасовали, раздавали. Сегодня вот сейчас буквально в течение часа едет вторая отправка, тоже на такую же сумму. И хотела бы вот поблагодарить всех, кто нам помогает. Нукеш Рахманович, скажите, какую помощь сегодня государство оказывает? Сейчас открыты специальные счета, да, куда, вот, я знаю, также все неравнодушные отправляют граждане, также и представители государственных органов, которые однодневную зарплату перечисляют. Вот всю информацию по финансовой части, пожалуйста. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые граждане. Министерство экономики и финансов Республики в связи с поступающими обращениями от юридических и физических лиц
Относительно оказания поддержки населения в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе открыла специальный счет аппарату правительства полномочного представителя Баткенской области. Также открыт счет для Министерства чрезвычайных ситуаций, тоже для оказания помощи жителям Баткенской области. Также открыты счета в коммерческих банках, это коммерческий банк Рейскобанк и Айлбанк. При этом, кто желающий перечислить свою помощь через мобильные приложения, это будет возможно через коммерческий банк Рейскобанк и Айлбанк. Относительно информации о поступивших средствах, на сайте Министерства экономики и финансов каждые 2 часа обновляется информация, сколько на последнюю дату. Можно, да, можно смотреть. Я тоже могу назвать на 14:30 сегодня на счет аппарата полномочного представительства Баткенской области поступило 16 миллионов 139 тысяч сомов, а на счет Министерства чрезвычайной ситуации 1 144 000 сомов на 14:30 поступило. Всю информацию вы можете, как я повторюсь, можете смотреть. Каждые 2 часа обновляется на сайте Министерства экономики и финансов. И при необходимости, при запросе соответствующих этих органов, Министерство экономики и финансов может незамедлительно предоставить соответствующие финансовые средства. Относительно наш коллега, то, что рассказал насчет тендеров, есть соответствующие нормы в законе о госзакупках, где в случае чрезвычайных ситуаций и других форс-мажорных обстоятельствах бюджетные учреждения и органы местного самоуправления могут приобретать соответствующие материально-технические средства и другие вещи без проведения тендеров, то есть в оперативном порядке могут не дожидаясь, утверждения. С одной источника. Нурилям Мухаровна, скажите вообще, как ведется координация работы штаба, вообще в целом, каким образом налажена логистика? То есть мы видим, что сейчас очень много фондов, благотворительных организаций, также и представителей культуры, то есть бизнес-сектор, то есть все проявляют очень большую активность. Каким образом вся эта помощь доходит непосредственно до адресатов, каким образом отслеживается, то есть есть ли именно орган, который осуществляет весь этот контроль? Наряду с тем, что вот такая очень высокая активность именно со стороны граждан, которые все хотят помочь, приносят самые последние, что у них есть кто-то там остатки от пенсии или еще что-то, люди очень активно помогают, но наряду с этим очень часто, к сожалению, имеет место быть и негативные явления. Да, вы абсолютно верно заметили, что очень много людей начинают сразу же проявлять активность, независимо от того, работали они, были ли вообще волонтерами когда-то, добровольцами или нет. Начинаются сборы, и могут среди этих же людей непроверенных оказаться и мошенники. Мы очень часто тоже с этим сталкивались. Буквально вчера в социальных сетях гулял фейк о том, что сгорел дом и сгорела вся семья, и необходимо быстро собрать деньги. Мы проверили через источники факт-чека, оказалось, что это фальшивая вообще информация, а счета они настоящие. Вот. То, что, допустим, наши звезды активны, это все замечательно, это все здорово. Конечно, хотелось бы, чтобы все было консолидировано, был определенный контроль, чтобы мы не дублировали друг друга. Допустим, мы привезли бы хлеб, кто-то привез масло, кто-то привез, допустим, крупы или еще что-то. Конечно, хотелось бы так. Но здесь я хотела бы объяснить, что мы не можем диктовать людям, говорить о том, что они должны приносить. Это все от чистого сердца, и каждый приносит то, что может. И мы не можем им отказать. Кто-то приносит вещи, продукты, гигиенические средства и так далее. Мы все принимаем от всех, записываем, ведем отчет полностью. И единственное, что я хотела отметить, что наше волонтерское объединение, мы работаем адресно. В отличие от других, допустим, они собирают помощь, отправляют, а на местах их мало кто распределяет. То есть до Баткена путь не маленький,
Там, кто их встретит, получат ли действительно граждане Баткена эту помощь, доедет ли она в целости и сохранности, тоже неизвестно. Поэтому перед тем, как ты соберешься вообще заниматься этим, то есть у тебя должны быть налажены все каналы, да, и они должны иметь как бы уже свою репутацию и доверие. То есть люди должны понимать, что, доверив тебе свой последний сом, они будут твердо знать, что этот сом дойдет до баткенских жителей. Поэтому мы сразу связались с организацией, нам очень помогла организация «Наш голос», Айнура Урмонова, у которой сеть детских центров по Баткену, и там работают волонтеры, которые буквально быстро нам собрали информацию, сколько чего нам нужно. Люди, допустим, которые пересылали нам денежные средства, мы быстро смобилизовались, закупились и отправили именно то, что необходимо людям. Сейчас информация поступает о том, что очень много гуманитарной помощи приехало в Баткен именно в части продуктов питания. Просили То есть вначале... они имеют свойство портиться? Да, растительное масло, просили муку, макаронные изделия и так далее. Сейчас этого очень-очень много, да. И, к сожалению, климатические условия там очень... То есть хранить это все тоже, да, как бы, чтобы не испортилось. И сейчас вот из последних потребностей, которые мы получили из Баткена, к сожалению, дома разрушены. В селе Максат 76 сгоревших домов. Соответственно, там нет ну, практически ничего. И, к сожалению, еще были случаи мародерства, да? То есть уносили, говорят, вплоть до дверных ручек. Поэтому им нужно сейчас все. И мы на себя взяли вот вторую отправку. Это кухонные принадлежности, бытовую мелкую технику. Чайники, вот, плиты газовые, вот, которые одноглазые маленькие. Да? Люди привозят там половники, кухонную посуду, постельное белье. То есть вот такие вещи, которые действительно люди остались без ничего. Вот. Я бы хотела призвать людей, кто хочет помогать, все-таки искать в интернете, в социальных сетях. Вот большая благодарность прессе. Они написали о тех действительно точках сбора, которые существуют много лет, которым можно доверять, и вот через которые можно действительно увидеть результат. Потому что на волне всего вот этого мы с вами можем увидеть и хайп, очень много хайпа, и среди звезд даже, и среди политических деятелей, как мы заметили. И поэтому в этой суматохе, в этом хаосе надо все-таки немножко как бы почитать информацию достоверную, поискать хорошие источники и вот им доверить свои средства. А вообще вот, Нуриля Мукаровна, как вы работаете с органами местного самоуправления? То есть какое у вас взаимодействие, контакт налажен, да? Сейчас мы видим, что одни сдают кровь, да, активно очень, а добровольцев неравнодушных, как уже ранее сказала, очень много, да? Вот вы сказали, что сейчас продуктов, продовольствия достаточно, а вот в чем сейчас нуждаются баткенцы, да? Что им первостепенно необходимо? Ну, вчера вечером я разговаривала буквально в 11 ночи, у нас там очень хороший активист гражданский, Чингис Кульчуев есть. Он тоже самое подтвердил, говорит, ну, религия продуктов очень много, ими куда гашугур, говорит, чем рахмат, ну, сейчас вот нужно потребности закрывать именно домашнего потребления. То есть это вот все, что нужно для кухни, там, элементарно ковры, да, паласы, вот то, что это все было сожжено, или было вынесено, или там украдено, да, то есть вот такие вещи. Стройматериалы необходимы, потому что восстанавливать жилье, ждать пока... Вот сейчас, говорит, комиссия ходит и записывает, кто какой понес материальный ущерб. Пока комиссия это утвердит, пока все это решат, это 3-4 дня, 5, да, там 7 дней. А за это время уже, мне кажется, жители сами устанут это ждать и будут где-то крышу свою перекроют, где-то еще что-то, где-то окно залатает. Поэтому люди просят сейчас помочь стройматериалами. Сейчас самое вот это актуальное, да. Вот. Насчет связи с администрацией, конечно, мы всегда стараемся с ними вести диалог. Почему? Потому что нам нужны актуальные списки. Действительно, сколько людей проживало в данном доме. Да? Допустим, у нас вот по данным нашим в некоторых домах по 2 семьи, по 8 человек жило. То есть это 16 человек. Потребность, например, мы же выделяем один продуктовый пакет на один дом. Да? А если там, допустим, 2 семьи проживает по 8 человек, одного продуктового набора будет мало. Соответственно, мы просим достоверные данные, и администрация, ну, в мобильном порядке стараются нам все-таки эту информацию давать, чтобы у нас все было задокументировано и все было в порядке. Нукеш Рахманович, скажите, пожалуйста, вот откуда в основном поступает помощь, можно ли отследить это, и вообще вот вопрос о распределении благотворительной помощи, вот под чей контроль взят? Сейчас я предыдущую вот информацию добавлю, потом расскажу. Также Министерством экономики и финансов открыт мультивалютный счет в иностранной валюте. Это кто желает
перечислить свои средства из-за рубежа и внутри страны, могут в долларах США, и в евро, и в российских рублях, и казахских тенге. И публикация вот по этим счетам, реквизитам, они освещаются в средствах массовой информации, на телевидении, на радио, там, в газетах, журналах. В отношении поступления денежных средств в основном сейчас поступает однодневный заработок бюджетных учреждений, государственных органов. Это где-то 70-80% вот эти средства составляют, а также предприниматели, неравнодушные граждане и так далее, они перечисляют на этот счет. Отслеживает эти средства, куда направить, решает именно вот аппарат полномочного представительства Баткенской области, потому что эти средства поступают на их лицевой счет. И также Министерство ситуации, исходя из потребностей, тоже они будут решать, кому что направить и так далее. Здесь хочу отметить, в аппарат полномочного представительства это поступают средства для оказания помощи населению. А насчет Министерства ситуации это для поддержания инфраструктуры и так далее. Вот, ну, в основном это связанные с разрушениями, которые в школах и так далее, ну, где нужно оперативно решать такие вопросы. Ну, пока таких запросов от них еще не поступало, вот, от аппарата, мне кажется, вот, наша общественность очень сильно работает, наверное, поэтому До вас не не обращали. доходит, да? По поводу хотела дополнение сделать, но Кеш-Байке, вот почему я сказала о том, что очень сложно вот, бюрократическую систему на правительство вообще вот, подвинуть, да, мы все прекрасно понимаем, что утверждение даже одного документа может занять несколько дней. А люди прекрасно это понимают, никто не обвиняет, да, мы все с вами знаем, как система построена. Просто вот с тендерными процессами мы столкнулись во время коронавируса, когда нужно было закупать перчатки. Буквально медучреждения у нас просили, пожалуйста, цена одной упаковки выросла до 1300 сом. И когда мы стали спрашивать Минздрав, где, они говорят, мы объявили тендер, ждем. Когда вы объявили, прошло 1,5 месяца. Я вот сейчас хотела узнать, если с тех пор просто что-то поменялось, и действительно в чрезвычайной ситуации уже можно без этого, да, да. процедур, да? Ничего не поменялось. Эта статья была и раньше, что в случае чрезвычайной ситуации и государственные органы могут приобретать соответствующие материально-технические средства без объявления тендера. Дело в том, что во время пандемии в прошлом году это был другой случай, да? Там такой, а сейчас идет агрессия, как бы внешний кто-то, Военное положение. военное положение, Да. поэтому тут уже он автоматически работает. Это хорошо, да, это в очень том хорошо. случае это нужно было какое-то решение принимать, объявлять или не объявлять. Видимо, Но я вообще вот- эта ситуация послужила уроком, да, на самом Да, деле, да, для да, многих, да. да. Ну вот здесь, допустим, мы как волонтеры можем сказать, что очень хорошая координация именно идет работы правительства и волонтеров в части предоставления информации. Мы можем в любой момент обратиться, нам информацию дают, и все замечательно. Но по реакции мы чуть опережаем, скажем так, наших коллег. Мы можем быстрее что-то закрыть, быстрее что-то перекрыть, но у нас, к сожалению, нет таких мощностей. Мы в любом случае потом ждем поддержки правительства, потому что, вот смотрите, мы можем помочь окно поставить, мы можем помочь там ковер купить, но полностью сделать ремонт и восстановить дом, к сожалению, у нас средств Все равно не нужны хватит. разрешительные Да, поэтому документы, в любом да? случае нужна поддержка правительства. Но на местах сейчас люди уже, сегодня дети пошли в школу, мы сегодня утром уже увидели фотографии, некоторые дети пошли в школу, то есть все потихоньку возвращается к своей обычной жизни. Вышли торговцы на улице Баткена, тоже сегодня утром фотографии видели. Ну, что хочу сказать, надо поддерживать позитивный настрой, то есть как бы уже понятно, что потери, да, понятно, что все это действительно большая несправедливость, это, я думаю, что еще разберется и Международный суд и так далее, да, потому что страшные действия произошли, но надо уже на будущее смотреть немножко, вот как бы жить дальше, как говорится. Ну и здесь вот мы готовы поддержать народ. Нурля Мукарна, мы сейчас видим, что также представители именно строительного бизнеса тоже активно проявляют участие, да? Они сейчас заявили о том, что собираются строить объекты жилья, да, потому что многие на самом деле лишились кровли, да? Есть ли у вас информация относительно того, вот сколько домов разрушено, да, какие требуют частичного восстановления, которые требуют полного
восстановления. И также мы знаем, что социальные объекты также были повреждены. Не секрет, информация гуляет в социальных сетях о том, сколько повреждений получила кыргызская сторона, сколько таджикская. Да? Я уже выше говорила о том, что если отметить самые крупные потери, то это село Максат, 76 домов сгорело, а в остальных чуть меньше, там намного меньше. Ситуацию мы ведем, потому что мы берем как статистику, которую предоставляет правительство, так и ситуацию на местах от волонтерских объединений наших. Да? То есть там есть разрушения частичные, где-то процентов 30, можно сказать, есть и прям очень сильные разрушения. Вчера мы буквально видели, наверное, вы тоже душераздирающее видео о том, как Эджи снимала на телефон дом, который 10 лет она работала в России, на таких должностях, очень, наверное, где мало зарабатывают. И она взяла кредиты, и она строила этот дом, он разрушен буквально вот просто под ноль. Поэтому, к сожалению, есть и такие разрушения. По поводу инициативы строительных компаний, я, конечно же, очень приветствую. Слышали, что одна компания хочет построить 20 домов. Это все замечательно, но хотелось бы все-таки, чтобы какая-то координация все-таки была, чтобы это была не просто реклама объявлена, да, допустим, вот мы построим, чтобы это все действительно дошло, ну и распределилось это тоже правильно, потому что зачастую у нас бывает так, что совершенно другие списки, совершенно получают другие люди, к сожалению, это имеет место быть. Да, вот сейчас в продолжении вашей речи к нам вот присоединился Азамат Мамбетов, как раз статс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций. Рада приветствовать вас в нашей студии. Вот расскажите, пожалуйста, о ситуации в Баткене, какова сейчас там ситуация в целом, вот насколько дома, вот мы ранее задавали вопрос Нурили Мукаровна о том, вот, насколько дома повреждены, насколько объекты социальные требуют, да, восстановления. Спасибо. Вот в данное время тоже мы только совещания, именно есть такая группа координации по реагированию на чрезвычайные ситуации, куда туда входят именно все ООН агентства, да. Кроме этого, там является наблюдателем мы, МЧС, и Национальное общество Красного полумесяца. И в рамках этого сейчас министр и, конечно, сопредседатель господин Азония в данное время провели совещание и, конечно, определились, что необходимо провести международную такую оценку вот именно происходящего ситуации на месте. И, конечно, это будет то есть, независимая оценка. Здесь завтра, дай бог, это отсюда, с города Бишкек, выйдут группа оценщиков колоннами. И завтра к вечеру будет на юге. 6 числа они начнут работу уже на месте в Баткенской области. 6, 8, 7, 8 они будут на месте. И где-то 9 числу, то есть вот это именно оценка полностью будет известна. И, конечно, здесь почему мы привлекаем именно международное сообщество, потому что чтобы международное сообщество чтобы знало, вот, какой у нас идет ущерб и какие у нас разрушения были, какие последствия сейчас в данное время мы терпим. Да? Поэтому я думаю, это будет хорошим таким инструментом, чтобы показать и мировому сообществу, и вот этим организациям, донорским организациям, финансовым институтам. Это будет, я думаю, хорошая работа. Кроме этого, на сегодняшний день уже по подсчетам уже сейчас комиссия по гражданской защите в области в данном месте работает. Работу координирует сам министр чрезвычайных ситуаций Бобик Иргишевич Ачкеев. И на сегодняшний день вот 129 домов разрушено. Кроме этого, 27 автозаправочных станций, конечно, и там ряд социальных объектов. На сегодняшний день уже готовится проект распоряжения правительства о выделении значительной суммы. Это для восстановления вот тех разрушенных домов и, конечно, соцобъектов. Это разрушенные дома мы должны обеспечить пока вот именно пока тепло, да, до осени мы должны уже до 1 сентября можно даже
или можно чуть раньше, чтобы мы могли обеспечить своих граждан соответствующим домом лучшее, которое у них было, да, я вот такому принципу. И, конечно, вот соцобъекты, это школы, это, конечно, вот ФАП, да, фельдшерско-акушерские пункты, это погранзаставы, да, это мы должны все это восстановить. И в этом направлении также правительство, я думаю, сами видите, что вот был на месте и премьер-министр, и сейчас вот планируется поездка президента, да, и, конечно, очень большое внимание уделяется. Азамат Мурза, в целом, каким образом будет происходить вот восстановительный период, да? На чьи средства власти будут приводить вот это все в порядок? То есть какие первостепенные объекты будут? Ну, первостепенно это, вот как я сказал, это, во-первых, мы должны восстановить, вот именно создать условия для проживания. То есть наши граждане, конечно, это на сегодняшний день по подсчетам, это более 40 тысяч человек на сегодняшний день мы эвакуировали различные, да. Из них вот именно некоторые вот именно в пунктах приема вот беженцев они расположились, а многие они вот именно переселились родственникам, да. Многие уже в Бишкеке уже на сегодняшний день находятся. Поэтому сейчас в данное время там идет именно обеспечение, вот первое то, что именно обеспечение жизнедеятельности вот этого пострадавшего населения. Сейчас мы должны обеспечить их питанием, горячим питанием, да, всеми необходимыми вещами, которые необходимы в данное время. И потом сейчас мы параллельно же выступаем уже на завтрашний день, уже мы подготовили, МЧС подготовила всю строительную технику, которая на месте будет. И, конечно, по призыву главнокомандующего, и же после осмотра, наверное, уже мы приступим полностью расчистки вот и подготовки площадки для строительства. После этого, конечно, мы будем уже полностью форсировать и вот эти дома возводить вот в таком интенсивном порядке. И параллельно вот мы за МЧС сейчас отводится именно построение вот этих домов, а для Министерства транспорта и строительства уже социальные объекты. Азамат Мурза, в целом, расскажите, пожалуйста, как происходит вот распределение гуманитарной помощи в целом, вот как именно налажена, да, логистика по отправке вот гуманитарной помощи, поступающей от граждан и различных организаций? Ну, на сегодняшний день поступило и по линии государства, и по линии вот, неравнодушных вот, наших граждан, волонтерского движения. На сегодняшний день где-то 538 тонн вот такого гуманитарного, да. Из них на сегодняшний день на месте доставлено 421 тонна, да. И сейчас вот в резерве стоит у нас 116 тонн в резерве. И, конечно, это будет распределяться в зависимости от обстановки. То есть, чтобы не было дублирования. То есть, в одном месте, чтобы не скопилась вода, а в другом месте как бы воды нет, да. Чтобы вот такого не было, мы сейчас полностью по всем средствам массовой информации, по всем соцсетям мы даем, чтобы всю координацию ввели в Министерство чрезвычайной ситуации, потому что мы во время пандемии также посмотрели, да, потому что вот из-за нечеткого координации вот, у нас вот такой именно цифрами была разница. Но все равно у нас сейчас идет вот такое затруднение, потому что выходцы из этих сел, все равно именно они хотят именно оказать помощь именно своим селам. Поэтому мы как бы особо как бы противостоять им не сможем, поэтому они параллельно оказывают. Вот, как я уже сказал, вот 500, около 500 тонн, вот именно, кроме этого, еще 300 тонн уже вот инициативами вот этих волонтерских движений, наших граждан, да, они самостоятельно напрямую вот именно адресно оказывается содействие. Вот такое идет. Но все равно мы и по всем средствам массовой информации передаем, чтобы вот этот предоставлять в Министерство чрезвычайной ситуации, потому что у нас есть списки, у нас есть вот какая помощь организована, не организована, то есть полностью картина у нас имеется, чтобы мы могли координировать лучше, да, чтобы не было такой, чтобы в одном селе был избыток, а вот в другом селе недостаток, как бы недостаток, нехватка, чтобы не ощущалось. А вы можете проинформировать, вот какая сейчас помощь необходима баткенцам, вот чем необходимо помочь, да, чтобы, вот как вы ранее говорите, чтобы не дублировали, чтобы не было излишнего, да, чего-то переизбытка? Ну, то, что сейчас, это как бы в первую очередь пошли сейчас скоропортящие вот эти продукты
питания, которые сейчас, конечно, это потом уже это будет как бы не резонно, то есть нецелесообразно. Потом уже как бы более такие продукты, которые более хранятся, да, это рис, это мука, да, вот такого характера. И потом, конечно же, это уже потом же раннее восстановление, это же уже дом это отдельно, но все равно внутри утвари, да, это мебель, это как бы вот это постельные, кухонные принадлежности, кроме этого вот сарайчики, которые были сожжены, разрушены, да, мы должны в этом, это же также и скот, чтобы предоставить им. То есть это будет вот как бы комплексная, постепенная работа. Но сейчас в данное время вот благодаря нашим гражданам, да, я хотел бы поблагодарить всех, которые оказывают в настоящее время помощь, потому что без нашего народа мы как бы мало бы мы смогли бы, но вот именно с помощью нашего народа, да, мы смогли вот всем противостоять, и вот сейчас в данное время уже более-менее нормализуется обстановка. Нукеш Рахманович, можно ли отследить, и вы не могли бы предоставить информацию относительно того, с каких именно вот за пределами тоже видим, да, информацию относительно того, что граждане, вот наши соотечественники проявляют активность, вот с каких стран именно? Но на сегодняшний день пока таких поступлений нет, но насколько я знаю по интернету, наши сограждане за рубежом собираются перечислить. И для этого у нас, как я сказал, открыт мультивалютный счет. Возможно, они еще, может быть, не знают реквизиты, то есть они, вот как я сказал, могут через средства массовой информации выяснить реквизиты и могут перечислить. Но на сегодняшний день пока тут поступлений не было. А в отношении работы вот, государственного органа управления, которые непосредственно заняты на этих работах, то Министерство экономики и финансов незамедлительно, своевременно обеспечивается соответствующими финансовыми средствами, и мы готовы даже работать в выходные. Вот мы вот прошлые выходные тоже работали все коммерческие банки, работали все территориальные органы Министерства экономики и финансов. То есть мы обеспечение финансовыми средствами, ну, таких вопросов не должно быть, не будет. Хотела бы дополнить, если можно, в социальных сетях была информация о том, что наши соотечественники из Чикаго собрали $80 тысяч и хотят передать в Бишкек. Мы тоже хотели уточнить, на что именно, потому что абсолютно верно говорят коллеги, чтобы мы не дублировали друг друга и понимали, если, допустим, они какую-то потребность будут закрывать, чтобы мы туда не шли. Насколько нам как бы информация поступила о том, что они хотят оказать помощь именно системную. То есть они говорят, если есть возможность, мы бы профинансировали именно укрепление границ. То есть это было очень, ну, вообще отличная идея. Потому, ну, конечно, понимаем, что это ведение правительства, что это все должно решаться, тем более, что пока границы все-таки еще не ясны. Но уже радует, что ребята, вот наши соотечественники, думают о том, что если бы основной вопрос мы решили давно, возможно, этого конфликта не было. Да. То есть они хотят как бы деньги на это, скорее всего, потратить. Ну, это предварительная информация, которая у нас есть. Со своей стороны хочу сказать, что у нас всегда на наших волонтерских точках есть поддержка наших сограждан из разных стран. Но в основном Россия поддерживает и Соединенные Штаты Америки. Наши сограждане очень переживают, они все время читают это новостные сайты. Тем более вы видели, что происходила информационная война. Вы видели, что писали таджикские источники, что писали кыргызские источники. И во всем мире нас выставили, наоборот, агрессорами, что кыргызы напали первыми. К сожалению, мы вот информационную войну нам пришлось догонять после таджиков. А представляете, каково нашим соотечественникам, которые, сидя за границей, читают об этих ужасах, они и так бедные, да, практически треть нашего бюджета обеспечивают своим трудом, и слышать вот это все, это для них очень больно. И поэтому они одни из первых бросаются, буквально звонят в WhatsApp, и что, где, как помочь, где вот быстрее. Вот они у нас очень прям действительно горят и болеют за нашу страну. Поэтому еще раз хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто читает, смотрит и верит в нашу страну.
Мгм. Азамат Мурза, скажите, пожалуйста, а вообще как можно отследить вот именно отчетность, да, по приходу средств, вот так и по их расходованию? На самом деле, вот мы ранее говорили, очень много организаций, также и гражданского сектора, да, кто хочет помочь. Вообще, вот можно ли сегодня проконтролировать вот это вот движение средств денежных, Да, чтобы они конечно. вот действительно были потрачены с Мгм. пользой? Ну, у нас есть опыт именно во время пандемии, после, да, вот сейчас также именно МЧС открыл специальный счет. В данное время там более миллиона сомов там аккумулировано, это и на нашем сайте она висит. По поводу распределения гуманитарной помощи, конечно, мы будем на сайтах выкладывать. Вот смотрите, уважаемые коллеги, мы бы хотели акцентировать, что Министерство чрезвычайной ситуации отвечает именно за прием, за доставку и за распределение, да? А мы уже доводим до этого, до органов местного самоуправления, и там вот именно с помощью органов местного самоуправления, там и списки, там и нуждающиеся, и вот в рамках этого мы самостоятельно мы как бы приносим им самостоятельно как бы раздавать, такого нету, да? Мы именно доводим до адресата, а адресат является это органом местного самоуправления, а дальше уже орган местного самоуправления самостоятельно уже распределяет. А вот это сейчас мы уже как бы формируем, куда какие средства ушли, и в этой связи она будет открыта, конечно, мы уже на сайте МЧС мы будем уже выкладывать на днях же. Ну, Илья, скажите, а вообще какова процедура контроля именно вот в волонтерских движениях? Да? Каким образом вы можете предоставить вот эту отчетность тем, кто непосредственно оказывал помощь, да, чтобы население могло отслеживать? Вот здесь как раз я хотела бы отметить, почему я ни в коем случае, конечно, не ставлю нас на одинаковую чашу весов, правительства и волонтерские организации. Но почему зачастую граждане доверяют свои денежные средства нам? Потому что мы буквально сразу выкладываем это в социальных сетях. Мы говорим о том, кто что принес, фотографируем, если они разрешают, выкладываем, и люди видят, что помощь идет. Если человек видит в социальных сетях, у него автоматом срабатывает, по инерции он хочет помогать, потому что он видит, что помощь доходит. Потом вот мы первую отправку сделали, люди переживали, ребята, там же граница, там как вы проедете, помните, еще второй день были закрыты дороги, и как раз наш бусик едет, и в этот момент дорога открывается, слава богу, и наш бусик доезжает, и мы там со слезами на глазах публикуем это видео, что, ребят, смотрите, все, что вы нам прислали, доехало до людей. Вот здесь как бы я хотела бы сказать о том, что мы зачастую вот уже несколько лет сталкиваемся с проблемой, что вот с МЧС мы работали во время ЧСУ, ликвидации последствий, это они публикуют вот тот же ФОМС во время коронавируса, вот у нас все есть, у нас все хорошо, у нас закрома полны, но, к сожалению, на сайты, на государственные источники мало людей заходят. Ну, давайте будем честными. Поэтому мне бы хотелось их призвать там брать в пресс-службу каких-то активных людей, которые будут делать странички, которые будут делать форумы, в Телеграме сидеть. То есть в социальных сетях, да, то есть информацию давать, вот прямо она буквально получили помощь, быстро отослали, и раз это сразу фиксировать и выкладывать, чтобы доверие было людей больше. Потому что пока вот они соберут справки, пока это все разместят, и пока это все дойдет до человека или там вечерних новостей, к сожалению, уже время упущено. Если, допустим, был бы вот такой там человек, который это все курировал бы в министерстве, быстрее бы двигал, быстрее показывал, там мобильная такая служба, плюсов было бы намного больше. И, соответственно, координация помощи, то есть люди бы видели, что правительство действительно прозрачно все это распределяет. ФОМС нам давал отчет во время коронавируса: у нас везде много СИЗов, у нас везде много перчаток. Звоним в Каракольскую территориальную больницу, говорят: девочки, у нас ничего нет. Ну вот, то есть как бы всегда у нас вот такая вот не сходится, именно потому что информационный вакуум. Мы это говорили и на заседании правительства после всего этого. И каждый раз просим: ребята, дайте нам кого-нибудь, кто будет давать информацию в социальных сетях, чтобы вам же самим доверие, да, быстрее. Вот. Ну, к сожалению, пока никто туда не идет. А вообще рассматривается сегодня, да, возможности такие? Вообще это очень нужно. Да, вот здесь хорошо было сказано, вот именно в данное время сейчас, вот, даже если можешь наблюдать именно в Фейсбуке, там на страничке МЧС, да, уже министр сам, он как бы выходит в эфир, и вот именно как он колонну доводит, и как он да, предоставляет уже органам местного самоуправления, как вот это раздается. Вот
вот такая, да, действительно, вот это хорошо, потому что наши граждане должны знать, вот их помощь, она доходит, да. В этом направлении мы, Министерство чрезвычайной ситуации, вот, уже как бы пресс-центр мы установили, вот даже вот идея была то, что именно международных средств массовой информации, вот именно с участием аппарата президента, аппарата правительства на сегодняшний день уже на месте, уже вчера было, уже сегодня уже в сайтах, вот как Аль-Джазира, там ведущие вот такие инфоагентства уже показывают ролики, что случилось, да, уже как бы уже мировое сообщество уже как бы точно и ясно становится, что там действительно произошло, да. Поэтому мы только за. И, конечно, вот именно мы также вот в рамках правительства, также вот именно во время пандемии, конечно, тоже был создан штаб именно по средствам пресс-служб, по работе с средствами массовой информации. И сейчас вот также вот именно такая же работа ведется, и я думаю, сейчас более активные даже, да, потому что вот уже пандемия показала, что каждый госорган уже усиливает свои пресс-службы. Например, мы, Министерство чрезвычайной ситуации, у нас было в начале, вот когда-то, лет 5 назад, вот сектор из 2 человек. Сейчас уже оно переросло в управление, да, вот, то есть мы уже осознаем, что какова вот эта именно роль, да, помощь, роль средств массовой информации, да, поэтому мы поддерживаем и, конечно, вот именно мы призываем, чтобы есть вторая сторона медали, то есть если человек доводит, конечно, если это хорошо, да, но чтобы вот этим не злоупотреблялись, да, вот, да, конечно, доставляется, но этим, чтобы как бы пиарить себя там туда-сюда, вот это не то место сейчас, да, не предвыборная гонка или что-то, да, а сейчас именно чьи-то жизни ушли, там чья-то судьба, там, да, поэтому мы бы хотели, чтобы, конечно, если хорошо, когда показывают, ну, чтобы как бы особо как бы не перебарщивалось, да? Да, согласна. Да. Здесь, если можно, я добавлю, у нас просто мы, к сожалению, абсолютно верно сказал Азамат Мырза о том, что очень многие люди волонтерство взяли себе как способ рекламы, саморекламы, и вот мы все с вами перед выборами даже, да, убедились о том, что многие стали зарабатывать себе очки за счет помощи гражданам. Волонтер, доброволец – это человек, который делает от души. Он делится тем, что у него есть, и не говорит об этом. Говорит он об этом только в том случае, когда предоставляет отчет. А у нас все пошло, вот я делаю, все вот эти селфи-фотографии на фоне гуманитарной помощи, все это отталкивает. И я бы хотела сказать о том, что мы уже несколько лет пытаемся продвинуть закон о статусе волонтера, чтобы волонтерскими организациями, добровольческими назывались конкретно юридические лица с определенной историей, со своей репутацией, со своей высокой отчетностью, хорошей и прозрачной работой. И вот только тех людей мы могли бы называть добровольцами, волонтерами. А вот тех, кто появляется сезонно и ради собственных интересов, мы бы как бы призывали немножко к совести. У нас совсем мало времени до конца эфира остается. Хотелось бы каждому из вас обратиться, чтобы вы могли поделиться с телезрителями о том, чтобы вот вся та помощь, которая оказывается гражданами, да, неравнодушными, чтобы она действительно доходила до адресата и была именно с пользой, да, населению. Ведь мы поняли, что вот это совместное усилие, она показывает, что кыргызстанцы, мы вместе, да, вот в борьбе именно в таких ситуациях мы, оказывается, можем помогать. Давайте, Азамат, с вас начнем. Ну, то, что я еще раз хочу поблагодарить наш народ за вот такую сплоченность, за терпение, да, за то, что мы как бы на провокацию не пошли, а вполне возможно было, чтобы пойти, и вот этот конфликт мог бы перерасти больше, чем конфликт. Он мог бы перерасти в войну, да, локальную. Поэтому мы бы вот именно здесь сыграла именно мудрость нашего народа, да, потому что мы извечно вот такие соседи, и мы извечно останемся такими же соседями. Поэтому вот именно у нас в Кыргызии так говорится, что лучше, чем родственник далекий, да, лучше хороший сосед. Поэтому я прошу прощения, я вас прерву, совсем мало времени остается. Вот вас тоже хотелось бы услышать. Каждый сон, который поступил на специальный счет, он будет классифицирован и соответствующими статьями
статьями экономической классификации будут доведены до получателей этих средств. И хочу добавить, что мы тоже в Министерстве экономики и финансов благодарны нашим гражданам, юридическим, физическим лицам, которые оказывают помощь в этой непростой ситуации. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за содержательную информативную беседу. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и оставайтесь на Общественном Первом.